С этого дня в Сыктывкаре заработал амбулаторный ковидный центр, второй в республике после Ухты. Теперь в корпусе 3-й поликлиники по улице Карла Маркса. Принимает по предварительной записи только пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это пилотный проект для региона, который должен снизить нагрузку на амбулаторное звено. Подробности в репортаже Павла Королева. На входе в поликлинику на Карла Маркса теперь вход только с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавируса. На прием к узким специалистам в другие отделения 3-й поликлиники. Все сделано для того, чтобы потоки больных и здоровых пациентов не пересекались в общих очередях. Учитывая симптоматику, администраторы распределяют пациентов. Кого-то приглашают сюда, в поликлинику, кого-то обслуживаются на дому. Здесь, в поликлинике, организована работа таким образом, что принимаются первичные пациенты, которые пришли первый раз по записи. И повторные пациенты, которые приходят повторно, да, то есть не первый раз, а второй, третий и так далее, тоже по записи. Ранее такого не было. Ранее пациенты стояли в общую очередь. По словам медиков, на данном этапе важно разгрузить больницы и поликлиники, где должны помогать и плановым пациентам. Ковид ковидом, а другие болезни никто не отменял. Создание таких центров должно повысить эффективность работы врачей, как альтернатива и дополнение к поквартирному обходу. Все будет централизовано, все мазки сюда будут приходить, отсюда будут уезжать бригады для забора мазков на дому. Те, которые лечатся в поликлинике, значит, сразу у них на приемах будут брать мазки. Нам обещают скоро выдать тесты для экстренной такой вот диагностики. Предполагается, что мы будем в соответствии с приказом Минздрава проводить в том числе и телемедицинские консультации, для того, чтобы уже приказ Минздрава России вышел, как правильно вести этих больных, если у врачей возникают какие-то вопросы. Второй этаж поликлиники разделен на две части. В первой принимают первичных больных и проводят диагностику для определения заболевания. Во второй, показать мы ее не можем, пришедших с уже подтвержденным диагнозом. К слову, последних в учреждение будут доставлять не только кареты скорой, но и таксисты. Мы в ближайшее время организуем доставку больных, этой категории больных, с помощью как санитарного транспорта, так и по договорам с службами такси. По поводу перспектив дополнительного открытия таких центров в других территориях, есть такие планы, возможно, открытие подобного центра в Воркуте. В самом амбулаторном центре руководство поликлиники ожидает большой поток пациентов, поэтому ковидный центр будет работать несколько смен с утра и до позднего вечера. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.